Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Сегодня мы обсудим тему поступления выпускников коррекционных школ в средние специальные учебные заведения республики. Побываем в Якутском технологическом техникуме сервиса, где обучаются выпускники детских домов, коррекционных школ и замещающих семей. Ну а сейчас по традиции рубрика «Ищу семью». Сегодня мы представляем вам 5 родных братьев и сестер. Я Ганна, мне 17 лет. Я закончила техникум для инвалидов. У меня есть профессия портной. Я люблю шить, петь. Мое хобби – это вязание, шить на машинке я умею. Вот. Хочу стать портнихой. Меня зовут Арик, мне 15 лет. Заканчиваю в этом году 9 класс. Люблю рисовать, петь, особенно танцевать. Хочу в конце своей учебы, когда поступлю, хочу в музыкальную школу поступить и выступить на шоу «Голос дети». Это моя мечта. Меня зовут Герман, мне 9 лет. Я люблю шить, играть с детьми, кушать, спать, рисовать, в школу ходить, елку делать, украшать дома. И, конечно, у меня есть... Да. Я хочу стать пожарником. 14-летняя Арина увлекается бисероплетением. Она с удовольствием готовит и заботится о младшей сестре Маше. Маше 12 лет, и она очень любит рисовать. А ты вообще любишь только животных рисовать? Или еще что-то? Нет, людей рисую. Людей прямо умеешь рисовать? Да. И не сложно тебе? Нет. Ты при этом срисовываешь или ты сама рисуешь? Сама воображение рисую. Или иногда срисовываю. Да. Просто выдуманные, да? Или которых ты видела людей ты рисуешь? И видела, и выдуманных людей. А какой должен быть человек, чтобы он произвел на тебя такое яркое впечатление, тебе захотелось Просто нарисовать? посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбчивый, Я его да? нарисую. И все. С улыбкой, да? А у тебя самой есть мечта? Да, Ты можешь поделиться с ней? С нами? да. Чтоб я попала в дружную семью, в хорошую. Чтоб сестры не ругались. Мама была хорошая, папа тоже. Чтобы жили дружно и счастливо. Вот это моя мечта. Хочется верить, что мечты девочек осуществятся. Самая главная моя мечта – это чтобы были счастливы мои братья и сестры младшие. Мечтаю, чтобы они попали в хорошую семью, чтобы они любили, они были любимыми, счастливыми, чтобы они выросли хорошими людьми. Бу üteken кияре, чуга саймах мустамыт, доготор бутей гини биер далибит, доготор бутей гини биер далибит, кыра 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 хебай, огорданан. Мы надеемся, что Ганна, Ариан, Арина, Маша и Герман обретут семью. В нашей республике работают 22 коррекционные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2 школах-интернатах обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В силу их ограниченных способностей особое внимание уделяется профессиональному обучению и поступлению в учебные заведения. Ну и еще хотел бы я сказать о еще одной проблеме. Да, это проблема устройства наших выпускников на учебу. Наши дети обучаются от 6 месяцев до 1 года стало сейчас. Хочу обратить внимание на опыт работы города Ставрополя, города Бийска, Барнаула, Белгорода, где в каждом
в профтехучреждениях есть специальные коррекционные группы. У нас коррекционные группы есть только в 25-м, это колледж культуры сервиса, технологии сервиса есть. И есть вот, кто сейчас называется транспортный техникум, есть коррекционные группы. И с каждым годом вот, наших выпускников уже не берут, потому что сейчас уже берут выпускников с аттестатами после 9 класса и так далее. Да? В политехнических техникумах вот этих городов обучаются умственно отсталые дети по специальностям повар, кондитер, пекарь, обувщик, растительный вод, швея, штукатур, маляр, сантехник, столяр, строитель в течение 2-3 лет. А не как у нас вот 1 год и 6 месяцев. Могут получить смежные 2-3 специальности. Если им понравилось, то они могут вторую специальность получить. Осветить эту проблему мы попросили ведущего специалиста отдела среднего специального профессионального образования Министерства образования и науки. Выпускники коррекционных школ и лица с ограниченными возможностями не могут обучаться по программам среднего профессионального образования, поскольку они после окончания школы не получают аттестаты. А выпускники коррекционных школ по слуху, по зрению, опорно-двигательного аппарата могут обучаться в среднепрофессиональных образованиях. Но в свою очередь в 2014 году вступил в силу закон об образовании Республики Саха-Якутия, в котором говорится о том, что обучающиеся могут получить профессию в общеобразовательных организациях, и списки на поступление формируются в общем отделе Министерства образования и науки. Ежегодно за счет средств государственного бюджета предусматривается прием в профессиональные образовательные организации. Например, на базе Якутского техникума сервиса такие поступающие могут получить профессию кондитера, повара, портного, в Якутском промышленном техникуме слесаря, сантехника, в Республиканском техникуме-интернате профессиональной и медико-социальной реабилитации предусмотрено также 50 мест для инвалидов. Они могут получить профессию обувщика по индивидуальному пошиву обуви, пекаря, мастера, садовника и столяра строительного. Успешное профессиональное обучение выпускников коррекционных школ детских домов возможно при создании всех необходимых условий в период учебы. Одно из таких учебных заведений – Якутский технологический техникум сервиса. В Якутском технологическом техникуме сервиса выпускники коррекционных школ детских домов и замещающих семей проходят профессиональное обучение по востребованным профессиям. Одна из специальностей – технолог кондитерских изделий. Под руководством опытных наставников в производственных цехах ребята ежедневно овладевают кондитерским искусством, получая в будущем возможность успешно трудоустроиться. На сегодняшний день у нас обучается 48 студентов, относящихся к категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, да, лица из их числа, а также лица, потерявшие единственного или обоих родителей. Из них у нас 12 несовершеннолетних, да, и все остальные у нас уже, получается, совершеннолетие наступило. 2 у нас из детских домов поступили, это Махсоголовский и Тайбахойский детский дом. 2 у нас из приемных семей, а также 5 студентов у нас с коррекционных школ. У нас есть поступление по аттестатам, да, на базе именно 9 общего и основного, да, и 11 классов среднего общего образования. Они могут поступать к нам по любым профессиям и специальностям, да, например, организация обслуживания в общественном питании, технология продукции, опять же, в общественном питании, это парикмахеры и так далее. Да. Это при наличии аттестата. Но если у детей, например, абитуриентов нет при наличии у себя, да, аттестата, есть свидетельство об окончании, например, коррекционной школы, да,
то они у нас поступают по спискам министерства, которые нам направляются, и мы их набираем. Эти дети у нас обучаются не по среднему профессиональному образованию, а называется это, по, опять же, федеральному закону образования, профессиональное обучение, краткосрочные курсы. Максимально они учатся у нас 10 месяцев по направлениям повар, кондитер и портные. Повара это 12 человек, кондитера тоже 12, и по портным мы набираем 10 человек. Один из студентов техникума, Иван, из замещающей семьи, обучается по профессии технолог хлеба, макаронных и кондитерских изделий. Я выбрал эту профессию, так как я хотел печь, выпекание. Мне нравится выпекать булочки, пирожки, то же самое. То есть вы уже давно определились, да? Да, я с детства мечтал стать поваром. Мне нравится печь именно булочки. У них очень разнообразный такой диапазон того, что сделать можно. Много чего можно сделать. Например, излепить сам, например, можешь. Тоже можно и простые булочки классические сделать. Есть у вас наставник, к кому вы обращаетесь в трудной ситуации? Да, у меня есть, это воспитательный отдел, там есть соцпедагог Светлана Валерьевна, и также есть психолог. Скажите, какие у вас планы вообще на будущее? После окончания этой учебы я хочу пойти дальше учиться, повысить квалификацию. На кого? Пекаря, повара. Благодаря созданным в техникуме условиям учеба Ивана проходит успешно, и его планы на будущее, мы надеемся, осуществятся. Побывав в производственном цехе, мы увидели весь процесс, увлеченность, заинтересованность ребят и поддержку педагогов. Для повышения профессиональной подготовки студенты сдают демонстрационный экзамен по стандартам World Kids Russia по профессии повар-кондитер. В одной из наших следующих передач мы продолжим тему профессионального обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в средних специальных учебных заведениях и осветим тему их трудоустройства. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.